Сборная Таджикистана по футболу завоевала путевку в финальную часть Кубка Азии. Власти заявили о начале расследования инцидента на границе, понесут ли наказание виновные. В Узбекистане задержаны двое женщин, которые хотели провезти $356 тысяч в Таджикистан. Казахстан продлевает квоту на экспорт зерна. Национальная сборная Таджикистана по футболу, независимо от результата сегодняшней встречи с Кыргызстаном, завоевала путевку в финальную часть Кубка Азии 2023. Это стало известно после того, как в группу «Б» сборная Палестины крупно обыграла команду Филиппин со счетом 4-0. В отборочном этапе всего 6 групп по 4 команд в каждой. Согласно регламенту, команды, занявшие первые 2 места, выходят в финальный раунд. Всего в финальной части примут участие 24 сборных. Ранее в финал уже пробились 13 команд. Соответственно, в нынешнем отборочном этапе по решению Азиатской конфедерации футбола одна команда, которая наберет наименьшее количество очков среди тех, кто займет второе место, должна быть исключена. У Филиппин 4 очка, а у Таджикистана 6 очков. Поэтому, если даже таджикская команда проиграет сегодняшний матч, она все равно выходит в финал чемпионата Азии. Такая же ситуация и у сборной Кыргызстана. Таким образом, предстоящий матч между этими соперниками станет лишь формальностью, но команды будут биться за свою репутацию и постараются занять первое место в группе. Конфликт 14 июня на таджикско-кыргызской границе произошел примерно в 20 километрах от центра Варух. Об этом сообщил председатель Сагдийской области Раджабой Ахмадзода. Из-за недопонимания между сторонами, продолжавшегося 5 минут, произошла перестрелка. Это было около 6 часов утра, сказал он. По словам главы СОГДа, расследованием инцидента занимаются следователи военной прокуратуры Сагдийской области и военной прокуратуры Кыргызстана. Рабочая группа установит причину перестрелки, сказал Ахмадзода. Это не первый раз, когда кыргызские пограничники убивают таджикских пограничников и мирных жителей, и не первый раз, когда власти заявляют о начале расследования. Но еще ни разу виновные в гибели таджикских пограничников и мирных жителей не понесли наказания. Председатель Сагдийской области не предоставил более объемной информации, также не подтвердил и не опроверг факт убийства таджикского пограничника в ходе сегодняшнего инцидента. Ранее Пайом сообщил о гибели таджикского пограничника. Теперь радио Зоди со ссылкой на свои источники в Исфаре сообщает, что погибшему в ходе перестрелки пограничнику было 26 лет. Также поступило сообщение о 3 раненых с таджикской стороны, но власти страны пока не делали официального сообщения по этому поводу. Пограничная служба Кыргызстана заявила, что жертв среди кыргызских пограничников в ходе перестрелки 14 июня нет, а раненых также не сообщается. Служба госбезопасности Узбекистана задержала 2 женщин в Ташкентской области, которые контрабандным путем хотели провезти $356 тысяч в Таджикистан, сообщает управление СГБ. В сообщении отмечается, что жительница Бекабада сделали это по просьбе гражданина Таджикистана по имени Махмуд и должны были получить плату за свои услуги. Задержали женщин в пункте упрощенного пропуска в Бекабаде. Личный досмотр показал, что жительница города 1980 года рождения спрятала на себе $166 тысяч, а ее спутница 1994 года рождения $190 тысяч, говорится в сообщении. Сообщается, что в отношении женщин возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Данные женщин не сообщаются. В Казахстане 15 июня завершается срок введения квот на экспорт казахстанского зерна, но Минсельхоз республики заявил о намерении продлить эту меру до осени, чтобы обезопасить внутренний рынок, сообщает inbusiness.kz. Казахстан планирует продлить квоты на экспорт пшеницы и муки с 15 июня до 1 сентября текущего года, заявил министр сельского хозяйства республики Ербол Каракшукеев. По его словам, на такой шаг правительство республики вынуждено будет пойти из-за угрозы дефицита зерна во всем мире и несостоятельности Украины обеспечить свой объем поставок зерна в Африку и на Ближний Восток. За первый квартал этого года Казахстан экспортировал в Таджикистан, который получает пшеницу согласно квоте 175,8 тысяч тонн пшеницы.
Ежегодно Таджикистан закупал у Казахстана около 1 миллиона тонн пшеницы, а в этом году импорт зерна из этой страны может сократиться примерно на 20%. В настоящее время стоимость 1 тонны продовольственной пшеницы в Казахстане составляет примерно $400, в то время как в прошлом году она была на уровне $215 за тонну. Эксперты полагают, что в Таджикистане может возникнуть нехватка зерна, из-за которого впервые со времен гражданской войны люди будут голодать.